Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Теперь заблокировали и карту моей помощницы Натальи, пока она не действующая. Если получится разблокировать, то обязательно снова разместим и сообщим. Пока остается только карта Тинькофф на мое имя. Реквизиты ее в ролике указываем. И она привязана к моему номеру телефона. Новости по лорду. Ежедневные и кропотливые процедуры после покусов лорд мужественно переносит, все терпит, разрешает врачам с собой совершать любые манипуляции, настрадался от сородичей. Поэтому человеку доверяет, знает, что человек лечит его и желает добра. Только бы не сдали назад, в логово сильных, где ему было бы не выжить. С удовольствием запрыгивает в машину, чтобы ехать лечиться. И у нас по-прежнему нет пассажира, чтобы привезти лорда в Москву. Ищем пассажира, друзья. А еще нам нужны финкураторы, чтобы было на что жить и содержать его до пристройства. Пожалуйста, отзовитесь, напишите мне, кто готов. Приехали из клиники, уже наступает, ага, полегче стало. Немножко спала опухоль, немножко совсем. Иди, моя зайка, иди сюда. Иди, лорд, кушать идем, да. И еще, друзья, напомню об астраханских, в конце апреля приехавшие трое ко мне на кураторство. Один Тошка уже в семье, о нем я рассказывала, а двое очень доставалось им в жизни от человека, приехали боязливыми. Шарли коричневый еще более-менее, а белая Элечка старалась спрятаться в будку и вся дрожала от вида человека. А еще вот так, на ровном месте, проблема с кожей или шерстью у девочки Эли. Шерсть местами выпала, явные залысины по всему телу, кожа розовая. Или дерматит, или подкожный клещ, или демодекоз начинающийся. Для начала дали Бравекта, таблетка, которая сейчас стоит ого-го, около 5000. Пока это начало лечения. И все это дополнительные расходы. И вот так проходит их социализация, приучение к рукам человека. И за 2 месяца уже осмеливаются даже поцеловать человека, не то что прикоснуться. Красота такая, красота такая. Вот. Нравится? Нравится. Ой, Поцеловал. спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Конечно, собак на передержке много, около 100. Очень много хлопот. И 2 человека трудятся, не покладая рук. И надо найти, уделить время вот таким, чтобы у них тоже был шанс на пристройство. Как вы понимаете, это работа. Это работа без выходных.
а у меня не все собаки оплачены последние пару месяцев. Друзья, разгар лета, сильная жара, но собаки по-прежнему хотят есть хотя бы раз в день. Многие спасеныши изначально не имели финансовой поддержки, нет у них финкураторов. Да, все были рады, когда я за них взялась и спасла. Но прошло 2 месяца, и вот я с ними волочу существование, думая, как выжить, на что купить корм, как снова не оказаться на улице. Это, например, целая семья, мамка и 6 ее детей, приехавшие ко мне в мае. Без пиарных фотографий их не пристроить. Их и так сложно пристроить. Фотографы не едут в область, все заняты, да и жара. Да и невыгодно ехать из-за 6 щенков. Им очень нужна ваша поддержка, ваша помощь, и нужны финкураторы до пристройства. Когда вы забываете про одних спасенышей, то опускаются руки, и поэтому не могу спасти других. Друзья, или вот, например, как тяжело сейчас очень пушистым, и если подшерсток не выпал, никакие расчесывания не помогают. Все предпринимаем, они еле дышат, и от такой духоты у таких собак случается тепловой удар. Жалко мне их, решили хотя бы 2 помочь, сняв с них эту шубу. Так, все, пришли. Медвежонок. Просто медвежонок. Во, смотрите, какой гемотик у нас. Вот как шкурку с нее снимают прям. Вот так вот. Как с овечки. Прям овечка лежит на столе. Это вкратце о том, как сейчас в жару собаки живут на передержках. А вообще собакам очень жарко, они изнывают от духоты. Где есть вода, стараются хотя бы смочить раскаленные вольеры. Собаки отказываются гулять на солнце, прячутся в эти вольеры. Но не везде есть водопровод. Хотела бы другим купить большую емкость и заполнить водой, но это тоже деньги. Да, потому что у них нет финансовых кураторов, которые бы помнили об ответственности за них и помогали ежемесячно. Да, потому что нас спасало за зиму больше, чем способна их вытянуть. Многим кажется, что у меня легко и просто, и поэтому бесконечно обращаются с просьбами спасти еще и еще. А на деле очень трудно. Трудно выживать, трудно их тянуть, трудно лечить.